Я хотел бы поблагодарить всех сегодня за участие в нашем круглом столе. Я думаю, мы будем продолжать серию круглых столов для того, чтобы обсуждать такие наболевшие острые проблемы нашего общества. В нашем обществе не хватает этого дискурса, не хватает вот этого открытого, честного разговора. То есть мы, вот и то, что, например, продемонстрировали вчера на съезде правительственной партии, то есть они, я считаю, что должны были приглашать, если они говорят об единстве, то есть они должны ее демонстрировать, потому что единство, оно должно иметь какие-то формы, то есть должны быть приглашены оппозиционные партии, все. И на этом съезде должно было быть несколько точек зрения, даже оппозиционная точка зрения. И эта оппозиционная точка зрения должна была быть, если даже они не согласились, она должна быть принята. Вот это и есть единство. Единство — это когда ты, если даже не согласен с чужой точкой зрения, принимаешь ее и двигаешься вместе. Вот, поэтому призывать к единству, а демонстрировать противоположное, это на самом деле, значит, не желать его. Поэтому мы, я считаю, должны демонстрировать обратное, мы должны демонстрировать согласие с разными точками зрения и пытаться приходить к общему, пытаться находить взаимоприемлемые какие-то формы. И, конечно, сегодняшний наш разговор, он очень, Гурам правильно сказал, очень объемный и затрагивает все сферы жизни. Там нету такой сферы жизни, которую бы он не затронул. И я поэтому хотел начать с внутренней тоже безопасности, сказать, что на самом деле сейчас одна из острейших проблем, с которыми мы сталкиваемся, это вот демографические волны, в которых мы сейчас находимся, это когда смертность стала превышать рождаемость. Это яма демографическая. Да, демографическая яма, да. И на самом деле на этом фоне, когда мы понимаем, что наша титульная нация, которая всю, так сказать, такую нагрузку за создание государства абхазского взяла на себя, и мы знаем, что около 80% погибших в Отечественной войне, более 80% это абхазы, и в данной ситуации, естественно, эта рождаемость, это результат того, что те, кто погиб в Отечественной войне, вот их теперь должны были быть внуки, которых сегодня нет. И та ситуация, которая просто, можно сказать, катастрофическая, с тем, что огромное количество людей, которые перешли возраст, когда надо было создавать семьи, жениться и выйти замуж, их катастрофически огромное количество. И что у нас мы можем констатировать, это то, что репатриация у нас практически провалилась за последние 3-5 лет. Практически, не знаю, если единицы не приехали, то такого, состояния в репатриации еще у нас никогда не было. И вот эти проблемы, на фоне этих проблем, когда у нас демографическая яма, когда у нас огромное количество ребят и девушек не создают семьи, вот эти вот национальные, такие крупные национальные вопросы вообще даже не обсуждаются, находятся в стороне, а обсуждается вопрос, как удачно продать землю, землю, как удачно продать землю,
которая официально у нас не продается, но все знают, что за бумагами о аренде или долгосрочной аренде стоит купля-продажа, сотни миллионов рублей, сотни. И там, то есть там, если там 10 гектаров, это порядка 100 миллионов рублей. Но оформляется это как долгосрочная аренда, там, то есть с формальной точки зрения они не продаются, а фактически продается. И это такие, можно сказать, даже не серые, а темные криминальные схемы. Вот недавно, да, вот всеми обсуждаемая ситуация в Гаграх, когда несколько сот миллионов рублей не могут поделить там, не могут найти, да, и все об этом знают, да. Тоже та же ситуация в МВО, ПВО, когда, значит, вновь, значит, приобретенные, значит, собственники там раздавали по 30, 40, 50 миллионов за этажи, там, за какие-то, значит, это. Все об этом говорят, все об этом знают, но у нас нету купли-продажи. Но это, ну, просто, я не знаю, это лицемерие, да, такое, которое на самом деле может нас погубить. И то, что говорил Илья, да, о том, что на самом деле в нации, да, в образе жизни абхазской нации всегда был независимый собственник, да, это была основа абхазской, значит, социальной системы, да, это он имел свой участок, свое фермерское хозяйство, и он мог содержать, да, свою семью, и мог позволить себе и оружие, и, так сказать, воинскую доблесть, да, потому что был экономически независим, да. И вот такой слой потихоньку в Абхазии, слой собственников возникает, да, который сегодня сейчас, то было натуральное хозяйство, а сейчас в современном мире это собственники небольших отелей, ресторанчиков, не знаю, различных видов, да, хозяйствования, где и появляются вот это собственники, да, и это их становится с каждым годом все больше и больше. И здесь на этом фоне, значит, нам предлагается, что в страну придут олигархи, которые построят многотысячные инвесторы, да, многотысячные отели. Что вы предлагаете, чтобы наши маленькие собственники, которые являются социальной основой нашего общества, пошли туда работать обслуживающим персоналом, значит, чтобы дочери, значит, их шли туда горничными, а сыновья шли туда охранниками и так далее. То есть это попытка социально изменить, да, наши устои, наше развитие, которое идет. И в этом я вижу национальную безопасность, то, что защита малого бизнеса. А, кстати, еще под этот инвестиционный, так сказать, крупный бизнес ведут переговоры, чтобы снять с них налоговую нагрузку. Да. То есть если ты большие деньги вкладываешь, а маленькие деньги вкладывает, который отрывает от своей семьи, да, развивает свой бизнес, ему надо по полной, значит, налоги все заплатить. А крупному бизнесу, который, значит, миллиарды долларов, значит, тоже, его надо освободить. Это вообще, я думаю, это антиабхазское решение, да, когда даже античеловеческое, антинародное, да, народное, человеческое. Вот. И я хотел бы здесь пойти по поводу то, что мы говорим информационной безопасности, той, которую мы формируем. Мы должны видеть, что формирование этой информационной площадки, это и есть наша безопасность, где национальные ценности, о том, что говорил Гурам, да, духовно-нравственные ценности нашего абхазского народа, они там представлены, да,
то есть где идет развитие, и мы видим, что наши дети пользуются этим, у них есть доступ к этой литературе, к этим фильмам, мультфильмам на родном языке, и создавать этот продукт. Мы знаем, как мучаются все наши творческие люди, как они нищенствуют, как у них нету нормальных, да, человеческих условий создавать. Как в таких условиях мы говорим о том, что мы можем национальную культуру поднять, национальную духовность поднять, если на это не выделяются вообще никаких денег, там как копейки какие-то. И что касается, естественно, мы часто, я много говорю, я, наверное, в конце мы должны сказать и о, так скажем, военной угрозе, которая, кстати, мы постоянно на нашем канале это обсуждаем и говорим, она у нас, я думаю, вообще, как бы, это наш крест, да, то есть... Крест мужчин. Крест мужчин, Анчер, да. Поэтому говорить, что вот сейчас мы должны, вот, до этого не должны были или после не должны, это всегда, и мы не можем эту ответственность перекладывать ни на кого. Это и формирование нашей, да, это всегда, это и формирование нашей нации проходило через возможность защитить себя, возможность. И наша культура — это воинская культура, это культура воинов, благородных, честных, которые никогда не идут против своей совести. Поэтому я думаю, что эта концепция, о которой мы говорим, да, вот сейчас все говорят о том, что вот нам, значит, власти сейчас, мы, кстати, это еще говорили тогда, когда все было спокойно, а мы первые беспокоились об этом, да, но, слушайте, я хочу, уже прошло больше, уже больше года, когда мы ставили этот вопрос. Почему у нас не написана концепция, что за год невозможно было уже создать документы, принять законы под эти документы. Это доктрина, о которой мы говорили. Да, доктрина, о которой мы говорили, там она на 2 страницах создана, да, ее же надо расписать, ее же надо углубить, ее же надо показать. Почему? Вот мы говорим о согласии, да, вот, пожалуйста, тема, по которой пригласите нас всех, мы все с удовольствием примем участие в этом, в создании этого документа, да, для того, чтобы там показать, расписать, что нам необходимо в первую очередь, какие аспекты может взять на себя государство, какие аспекты может взять на себя бизнес наш, который всегда отзывчив на такие вопросы, какое участие в этом может принять наша диаспора и так далее, и так далее. То есть вот эти вот все вопросы, я думаю, очень важны, и я думаю, мы их, наверное, в дальнейшем будем все раскрывать.